Современный IT-кабинет открыли в Якутском колледже связи и энергетики. Что будут разрабатывать студенты? Работа полиции изнутри. В Якутске прошла экскурсия для школьников в городское управление МВД. Наступило время для долгожданных тренировок. Ленские лыжники открыли сезон. Вы смотрите новости, в студии Екатерина Карпухина. Здравствуйте. Скидки на штрафы ГИБДД будут действовать дольше. Время действия 50% скидки на штрафы за нарушение правил дорожного движения будет отсчитываться с момента получения уведомления по почте. Правда, для этого нужно будет обратиться в суд или ГИБДД, в зависимости от того, кто вынес постановление о штрафе. Сегодня же льготы действуют в первые 20 дней с момента вынесения постановления. Опасную для детей информацию в интернете будут блокировать. Такой законопроект рассмотрят во втором чтении на пленарном заседании Госдумы сегодня. Согласно документу, любая информация, которая склоняет несовершеннолетних совершать противоправные действия, предоставляющие опасность для их жизни, должна блокироваться незамедлительно, а не в течение суток. При этом опасные страницы не удалят, а прекратят к ним доступ, чтобы правоохранительные органы могли оперировать информацией при расследовании. Ну а чтобы современные технологии приносили больше пользы, чем вреда, в Якутском колледже связи и энергетики открыли IT-кабинет. В лаборатории студенты смогут заниматься веб-дизайном сайтов и разрабатывать мобильные приложения. В кабинете предусмотрено 20 рабочих мест. Частный центр обработки данных в Якутске предоставил колледжу от 200 до 500 гигабит места для разработки сайтов, игр и мобильных приложений. Открытие кабинета приурочили к началу чемпионата «Молодые профессионалы». Сегодня стартовали соревнования внутри колледжа. Студенты будут соревноваться по 10 дисциплинам. На сегодня кабинет оснащен по последнему слову техники, по мировым стандартам. Весь кабинет был разработан нашими студентами. Полностью дизайн организовали наши студенты. Компания предоставила мебель, оборудование полностью, а также организовала косметический ремонт. Это у нас является вторым проектом. Первый проект был мультисервисные сети совместно с компанией Ростелеком. Для учеников профильных полицейских классов Якутска провели экскурсию в городское управление МВД. Дети увидели работу полиции изнутри, рассказывает Артур Габышев. Эту экскурсию школьники запомнят надолго. Ведь каждый из них пришел в полицейский класс с одной целью. Все они хотят связать свою жизнь с правоохранительной деятельностью. Это очень интересно и ответственно. Я, наверное, хочу стать адвокатом, потому что там защищать невинных людей. Мне сегодня понравилась эта экскурсия, и в будущем я хочу стать полицейским, чтобы скрывать преступления. Настоящая полицейская академия, все учащиеся в школьной униформе. Но в этот раз они смогли примерить настоящую экипировку стражей порядка. А также ребят проверили на знание правовых аспектов и истории полиции во время интеллектуальной игры Brain Ring. В этом году, например, юбилейный год – это 300 лет создания полиции в России и столетие создания милиции в Якутии. Вот из разряда истории развития органов внутренних дел будет много вопросов тоже вот таким образом. Поэтому такие как бы в форме игры, но в то же время знание законов, первичных законов, той же Конституции, конечно, ребятам это надо. Участвуем в этом мероприятии впервые, и для детей, для будущих полицейских это надо знать свои истории полиции и законы. Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Здесь школьники ознакомились с тем, как работает база данных, а после смогли прикоснуться к настоящему огнестрельному оружию. На экскурсии для детей были представлены различные огнестрельные оружия. К примеру, автомат Калашникова сейчас в данное время состоит на вооружении у сотрудников полиции. Также у сотрудников полиции на вооружении есть пистолет Макарова. А у строевых подразделений, у сотрудников ГИБДД и ППС сейчас стоит пистолет-пулемет «Кедр». Каждый из присутствующих полицейских классов показал свою визитку. В основном это были стихи и песни. Кадеты продемонстрировали навыки ведения ближнего боя.
Артур Габышев, Григорий Хлопков, Якутск. Зимний сезон – это долгожданный для любителей лыж и снежных развлечений. В этом году из-за долгой, теплой и малоснежной осени открытие лыжного сезона в Ленске откладывали. Как только снег позволил пробить лыжню, спортсмены расчехлили инвентарь и встали на лыжи. Как прошли первые пробы трассы, рассказывает Олеся Васева. В тесном домике лыжной базы не протолкнуться. Открытие сезона зимних видов спорта все ждали с нетерпением. Поучаствовать в первых соревнованиях хотели и дети, и взрослые, и спортсмены, и любители. После регистрации стало понятно – сегодня на лыжню выйдут 60 человек. Их разбили на группы, бежать предложили свободным коньковым ходом. Снег и сейчас едва покрывает трассу. Любителям горных лыж придется ждать еще дольше. На классическую лыжню можно будет выходить в зависимости от погоды. В день открытия сезона на улице подморозило до минус 20. При минус 25 соревнования уже не проводят. Так что те, кто отправлялся на трассу, знали, что вернутся оттуда с подмороженными носами. Стартовали небольшими группами и индивидуально. Дистанция для разных возрастных групп – 1 и 3 километра. Трасса еще так не очень хорошая, всякие бугорки. Впечатления хорошие. Посоревновались, ускорились, устали. Старты лично у меня прошли не очень, потому что летний сезон я не готовился. И вот только осенью начал подготовку. Но остальные парни, они готовились, ждали зимы, и для них, я думаю, старты прошли более-менее нормально. Вместе с любителями и еще совсем юными спортсменами на трассу вышли воспитанники секции лыжных гонок. Для них сейчас начинается важный период. Некоторые уже успели отобраться на российские соревнования. Настроение отлично. Сейчас я уезжаю на Россию. То есть я тут отобрался в городе Алдане. А тут я бегаю чисто для себя. Для тех, кто гонится на лыжах за медалью, наступило время изматывающих тренировок, независимо от погоды. Любители же смогут выбирать более комфортную температуру для лыжных прогулок. Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». В Якутске с 12 по 14 декабря пройдет первенство Якутии по художественной гимнастике. В нем примут участие 158 детей из всех спортивных клубов республики. На соревнованиях отберут спортсмены, которые примут участие на чемпионате Дальнего Востока. Также отберут сборную для участия на международных спортивных играх «Дети Азии» в 2020 году. Соревнования пройдут в 11 группах в командном и личном первенстве. В нашем регионе, в Республике Саха-Якутия, есть большой интерес девочек, родителей к такому виду спорта, как художественная гимнастика. И основываясь на результатах, например, прошлогоднего первенства, можно сказать, что был достигнут наибольшее количество участников. Это связано с тем, что количество спортивных организаций, дети в которых занимаются художественной гимнастикой, растут. В прошлом году их было 7, никогда такого не было. 7 спортивных организаций выдвинули детей для участия в этом первенстве. Французская писательница приехала в Якутск, чтобы прочитать лекции о советской дипломатии. Сабина Дюлин – историк и автор книг. Она приехала в столицу региона, чтобы познакомить якутян со своими книгами и поработать в архиве. Лекция «СССР. Дипломатия. Границы государства» уже прошла в Национальной библиотеке. Писательница рассказала о том, какой значительный вклад советские дипломаты внесли в урегулирование отношений с другими государствами. Мне интересна в основном политическая история России и Советского Союза. Но в области постройки государства, и особенно когда есть переворот, значит, например, я изучала переворот во время Русской революции 17-го года, а теперь мне интересно тоже поворот во время развала Советского Союза. В московском зоопарке пополнение. Новорожденная равнинная горилла. Маленькая самка нормально развивается и прибавляет в весе. В дикой природе эти приматы находятся под угрозой из-за браконьерства и вырубки лесов. Подробности далее.
Пока еще безымянная самка гориллы – новая обитательница московского зоопарка. Она родилась в середине ноября и уже весит 1,5 килограмма при росте 40 сантиметров. Родители новорожденной – 23-летняя Кира из немецкого Крефельда и 20-летний самец Визури, выходец из зоопарка Базеля в Швейцарии. Кира – опытная мать, у нее уже 4-й ребенок, говорит заведующая сектором приматов Наталья Астахова. По ее словам, зоопарки выполняют важную задачу по сохранению животного мира. Животные, которые в природе сейчас становятся все меньше и меньше, то есть они исчезают, в общем-то, зоопарки призваны как бы сохранить вот это вот поголовье, может быть, там реинтродукцией заняться, выпуском на волю как-то, в общем, такие есть, создаются питомники специальные для животных, вот стараются как-то сохранить их на воле. Маленькая горилла начнет ходить приблизительно в 8-месячном возрасте, пока она почти все время проводит на руках матери. Посетительница Светлана Колосова считает, что юную гориллу ждет счастливое будущее. Она вырастет настоящей девочкой, будет очень ухоженной, с мамой постоянно вот сейчас находится. Дома будет красавица. В естественной среде западные равнинные гориллы обитают в Анголе, Камеруне, Конго, Габоне и некоторых других африканских странах. Они меньше восточных, но тем не менее отличаются внушительными размерами. Самцы достигают роста 1,80 м, самки – 1,5 м. Популяция этих человекообразных обезьян в дикой природе оценивается почти в 150 тысяч особей, но им угрожают браконьеры и вырубка джунглей. Телеканал «Якутия-24» продолжает следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.